Грибы от А до Я. Простая колодезная вода. Ну, короче, смысл такой, вот держать под гнетом. Вот здесь. Оно все уменьшается, это как бы. У гриба должен быть свой аромат. Достал, скажи ты мне, своим кубиком. Проглотила с грибом язык. Путников насоберу опять. Чистые. Вчера вот попробовали, вкусно очень даже, с картошкой. Вот. Соберем хоть эти путники тоже заодно. Еще посолим. Вот, значит, полное ведро для соления. Всем привет, и дорогие друзья! Что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня ведро грибов для соления. Ну или почти ведро. Ну да, вот такое ведро. У нас эти грибы называются путники. Сухие путники именно. Они такие горьковатые, если их не намочить в воде для соления. Но они, когда их долго держишь, вся горечь выходит, и очень даже вкусные получаются на угощение. Вот Маша собрала, ну и уже там в лесу она тщательно, аккуратно все собрала. Не то, чтобы червивые, просто чистые она собрала. Просто сейчас вот она перекладывает и убирает. Ну, если там прилипли какой-то листочек или что-то, иголочки там вот прилипшие, это все убирается и перекладывает просто в другое ведро. Вот. Ну, по-русски, может, кто-то в комментариях напишите, вот, поверни, какой вот на камеру, поверни какой гриб. Он вот, который маленький, еще тоже покажи. Вот, да. Вот такие грибы. Вот так нас засвечивает немножко. И, короче, вот я просто поснимаю, как просто солим в деревне грибы. Просто никаких там не маринуем, а самый безопасный способ засолки грибов, чтобы они не испортились и чтобы можно было смело употреблять пищу с картошкой там, с горячей картошкой, в мундире вообще суперской. Покоми у нас это так называется личканчак. Сололанчак. Сололан это грибы для соления, чак это грибы, а еще личканчак называется, другое название, то есть грибы, которые нужно держать под гнетом. И это видео будет из нескольких частей. То есть не ежеминутно это видео, не одного дня. Ну что, друзья, вот еще сколько у нас выбросится вот такой. А вот сюда ведро переложили, да, ведь. Простая колодезная вода, друзья. Такая тарелка для гнета. Ну, короче, смысл такой, вот держать под гнетом. Каждый день, ну вот, держать под гнетом и каждый день менять воду. Ну, желательно один раз это точно в день, а можно и 2 раза в день. Это сколько ты будешь менять? Дней 5, да? Неделю, да. Ну, 5-7 дней, вот так. Еще снимаю такой момент, вот саму, ну, как бы воду, как Маша меняет. Просто вот, например, если дома, да дома сейчас просто погода еще позволяет, да, на улице, он как бы процеживает старую воду. Это каждый день она так делает. Процеживает старую воду,
у нас. Ну-ка, Маша, поближе покажи, сколько примерно вот здесь. Она все уменьшается, это как бы придавливаем постепенно. И она все уменьшается, грибы уменьшаются там. Ну так, просто меняем воду. На улице удобно, потому что сразу рядом колодец и набираешь сразу колодезной воды. И сразу наберем свежую чистую воду. Набрали и снова притопили. Не объединяем вот эти грибы, потому что они разной засолки, время разное. Этот пораньше, этот уже скоро будем кушать, а вот это уже чуть-чуть попозже. Вот столечко там. И тоже притапливаем и сверху ложим опять груз, кладем. Ложим и вот так и каждый день вот Маша меняет, обычно по утрам. И вся эта горечь вот у путника. У других там благородных грибов нет, конечно, там у Грузии, да, что-то. Они не горькие. А вот эти горькие. Ну что, друзья, наступил день самой засолки грибов. Вот стойкочка осталась от целого ведра. Видите, на донышке. Под гнетом, в воде. Целую неделю почти меняли воду каждый день, чтобы горечь рыба вышла. И сегодня Маша сейчас будет засаливать. Я немножко поснимаю, как, простой способ засолки. Вот, маленькие ведра взяли. И самый простой и самый безопасный способ засолки. Так делали наши мамы, бабушки. Ну, осторожненько так грибы вот просто перекладываем. И слой за слоем засаливаем. Вот этот слой засолили. Дольки чеснока. Вот так порезанные. И сверху опять слой. Особо таких приправ никогда в гриб не кладем. У гриба должен быть свой аромат грибной. Укроп не любим в грибе. Укроп будем класть на картошку, которую будем есть с грибами. И все. Маша, согласна со мной? Да. Некоторые кладут укроп, а я нет. А мы нет. Вот я не знаю, у мамы, наверное, у Маши, наверное, мама также, и бабушка ничего. Соль, чеснок и все. И у нас также в семье тоже соль и чеснок. Вот так еще немножко придавливает. И все. Слой за слоем. Слой гриба, чеснок, соль. Слой гриба, чеснок, соль. Все. Так, вот это пластиковое ведро, наверное, литра 2, наверное. Из 7 литров вот одно пластиковое ведро 2-литровое получилось. И еще, наверное, туда немножко. Там маленькое ведерко. И точно так же. Ну все, друзья, закончили. И оказывается, тут Маша меня поправляет, не 7 литров, говорит, свежих грибов было, а 9. Вот 3-литровое полное ведро, и там еще вот 7-литровое, там, говорит, 6 литров было. Это получается 9 литров из 9 свежих грибов, вот этого путника. Он такой тонкий, он очень много прессуется, да ведь? Ну, расскажи, Маша, сколько дней будешь держать? Вот в этом уже просоленном состоянии и все? Где-то 3 дня. 2-3 дня. Это же быстро засаливается. Ну там потом еще проверять же будешь на вкус давать. Да. А потом уже, друзья, мы включимся уже, когда с картошкой будем эти грибы кушать. И все. В этом году не удалось собрать ни груздей, ни рыжиков, ни волнушек, ничего. Вот такие только. Итак, друзья, прошло ровно 3 дня.
с момента, когда мы засолили наши грибы. Вон нам, помните, там одно ведерко было маленькое, вот из этого вот ведерка будем пробовать, короче говоря. Делаем такую небольшую закуску. Ну, для нас ужин, да. Закуска с грибами или салат с грибами. Короче говоря, двух видов получается. С картошкой, как мы любим, и со сметаной тоже, как мы любим. Конечно, если более благородные грибы, конечно, это все вкуснее. Но у нас путники. Какие есть. Да, Маша? И вот Маша уже там попробовала. Ну как, горечь вышла, да? Нету ведь горечи? Да, нету горечи. Вот. Можно кушать уже. Это самый безопасный и самый простой способ засолки грибов. Дальше еще такой момент, что многие ведь много заготавливают. И, например, как хранить 3-литровые банки. Просто так же постепенно складываешь, делаешь небольшой гнет, чтобы сок грибной, вот этот сироп, сок поднялся, и просто ставишь на грибы, укрываешь или марлей их, или хлопчатой бумажной ткань, да? Если я правильно так выражаюсь, ткань со спиртом смоченной или водкой, и кладешь. Вот, например, ведро такое, если полное, да, и можно хранить очень долго таким способом. И то же самое 3-литровые банки. Так, я, друзья, отступил немножко от, что там Маша делает. Вот смотрите, у нас картошка, просто вареная картошка в мундире, по-деревенски все. Вот картошка, да, простая картошка, и нарезается вот такими мелкими кубиками, ну, как вы хотите, да. Тут ничего усложнять не надо. Просто, вот Маша правильно сказала, просто режу. Достал, скажет у меня, своим кубиком. Как? Просто режет картошку в мундире, сваренную в мундире. И в мисочку. Вот. Лучок, естественно. Потому что когда солили, лук туда не шел, там только чесночок. Аромат чеснока, думаю, чувствуется, да ведь? Да. Чувствуется нормально, да? Не перебор, нормально? Ну. Самый раз. Вот я такие салаты люблю, вот этот красивый лук, который, ну, какой он, красный, фиолетовый, или как он называется? Сиреневый? Сиреневый. Фиолетовый. Сиреневый-то вроде бы я. Но он как называется? Он же не называется фиолетовый, он красный лук, но он называется. Вот. Не знаю, как называется. Вот такие салаты очень хорошо пойдет вот именно красный лучок. Курт. Это уже нормально. Он красивый потом. Картошка нарезана, лучок нарезан. И пошли дело, собственно говоря, вот самый главный ингредиент этой закуски — грибы соленые. И Маша тоже режет их вот так меленько. Хоть и грибы не крупные уже, но все равно вот такие полосочки Маша нарезает. А теперь, естественно, все это, тут и догадываться ничего. Естественно, все это в нашу тарелочку. Вважай п'ятнику, кудись срочно завтра підтішимося. Он говорит, быстрее бы уже закончилась эта готовка салата. Говорит, кушать хочу уже этот салат. Потому что соскучились уже по грибам, по соленым, слюнка текут. Да, а если честно, и у меня полный рот слюней. Еще такой плюс этой засолки. Никаких не надо там ничего, кроме чеснока и соли, и грибов. Потому что должен быть вкус грибов, а не там
каких-то приправ всяких не надо. Гриб и есть гриб. Так, потом еще укропчик добавлю. Ну, это когда будем кушать, уже тогда мы укроп добавляем. Некоторые солят с укропом. Но это, говорят, портит потом. И вот я и говорю, что грибы должны быть со вкусом грибов, а не со вкусом укропа там. А вот когда вот так, листы там кладут, да, столько много. Мне это тоже не нравится. лавровый лист, Да, Не. некоторые кладут лавровый лист, там потом запах не от лука, ой, не от грибов уже, а от этих специй. да, я и говорю, что вкус должен быть грибной. Так, ну что потом? И самое главное, вон, смотрите, желтенькое, это нерафинированное масло. Нерафинированное Потому что с масло. этим маслом салаты вкусные. Всем советую делать такой грибной салат только с нерафинированным маслом. Естественно, поливаем. Поливаем, перемешиваем. Всю эту красоту, всю эту вкусняшку. Что сказать, да? Аромат наш Аромат. чувствует? Мы как это от масла растительного. Да? М. Конечно. Масло, да, оно такое, видите, смотри, какое золотое. Вот одна закуска готова, да? Что сказать, да? А чё, где язык у тебя? Язык где у тебя? Проглотила с грибами язык. Что сказать? Вот. Видите? Еще одна закуска готова. Сейчас в сторонку отложим. И сразу, чтобы уже за один присест, так говорится, делаем наши путники со сметаной. Тут вообще просто все тоже. Ну, здесь поменьше сделаю. Грибы, лук, сметана. Для закуски грибы со сметаной, путники со сметаной мы вот такой маленькой мисочку взяли. Ну, не мисочка такая, как назвать, блюдце или что ли. Вот, смотрите, накрошили, да? И туда сразу пойдет лук полукольцами, чтобы можно их дробить потом. Чтобы лук чувствовался, чтобы хрустел. Вот. Так, сюда добавляем сметану. И все это размешаем. И тоже получится блюдо. Только со сметаной. Грибы со сметаной. Соленые грибы со сметаной. Ну, все ведь по-разному кушают. Не, но это классический деревенский рецепт. Классический. Классика, короче говоря. Можно, конечно, туда и грузди, можно желательно и грузди, и рыжики, и волнушки. Но у нас вот путники, вот смотрите, какие два замечательные закуски. Ну как? А этот вкус как? Тоже вкусно, да. Понравилось тоже, да? Но ну, чаще, если честно вот скажу, чаще кушаем вот именно вот такие грибы. Вот именно с картошкой, с укропом. А сметана идет у нас, грибы со сметаной. Отдельно нужно картошку еще в мундире. И так кушать, чтобы в мундире картошка горячая была. А у нас она уже остыла. Да. Потому что салат надо сделать из холодной картошки. Да. Приятного аппетита, Мария Олеговна. Спасибо. Я потому что я снимаю, и пока за стол, как вот съемка закончится, я сразу наброшусь на вот эту тарелку. Вот на это. Со сметаной чуть-чуть погодя, а вот это, которое сейчас вот Маша пробует, это сразу будет уплетаться за милую душу. Потому что мы более привыкшие вот к этому способу приготовления закуски. Ну, оценка, думаю, 5. Вот такие грибы вот показали, не одним днем снимали, конечно, показали от леса, вот как он растет, этот гриб, и до момента того, что как мы сделали из него такое блюдо. Закуска, простая закуска, по-деревенски, ничего тут сложного нету. Картошка в мундире, грибы, лук,
сметана, укроп и масло нерафинированное. Можно сказать, супер вкусно, друзья. Я жду не дождусь присоединиться к Марии Олеговне. Еще такой момент. Многие из подписчиков Маша рекомендуют мариновать грибы. Но мы этим делом не занимаемся. Не маринуем, просто все-таки какой-то риск. Маринованные грибы так-то вкусные, я пробовала. Я ощущаю от них опасность. Может, что-то не получится. Никакой опасности нету, если, конечно, хорошо сделать. Я и пробовала, и ела. Белые грибы, наверное, такие мелкие, маленькие и твердые на это. Хрустят. Да, вкусно. Мне понравилось, мне очень понравилось, но сама еще не пробовала делать, конечно. Надо бы хотя бы и попробовать, но это нужно туда, наверное, для маринования, наверное, мелкие грибы, наверное, собирают. Не знаю. Потому что я ела мелкие грибы в баночках. Это самый безопасный способ переработки грибов. Сушка и соление, и вот варка. Еще такой момент. Нам подписчица с канала оставляла комментарий, что путники, вот мы вымачивали долго, да ведь? А еще посоветовали нам попробовать и оценить, и сказать. Говорит, сварите, немножко поварите и сразу засаливайте. И через 3 дня, не надо, говорит, столько вымачивать. Поварили немножко, там буквально 2 минуты, посолили, и через 3 дня, говорит, кушайте нормально. Не надо замачивать. У нас мама так делает, сыроежки. Она собирает, сыроежка, да, называется? Урчак, да, сыроежка. Но она вот эти сыроежки собирает, и вот так же проварит, наверное, где-то минут, я не знаю сколько. На минуту 2-3. Да. Немного. Да, воду выливает, сразу засаливает, и уже через, значит, Я не знаю, может как-то, можно кушать. может даже как-то Маша еще и попробует, если сбор грибов еще будет, может даже и попробует еще поварить так вот и сразу засолить. Может так попробуем еще даже. А в этот год уже, наверное, нам не придется собирать рыжики, волнушки, грузди. Да, ничего. Маша продолжает кушать. У меня слюнки полный рот. Все, друзья, на этом точно пока. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Вот так. Грибы от А до Я. Пока-пока.